материал интересен тем, что сам заголовок «Скотоводство Горной Ингушетии». Конечно. То есть вся работа посвящена Горной Ингушетии. Конечно. В этнографическом плане там очень много материала, и мне кажется, он будет представлять интерес для многих исследователей, которые занимаются и общественным строем ингушей в 19-м, начале 20 века, а также и сельским хозяйством, земледелием и так далее. Берсна Газиков больше 20 лет работает в архивах Грузии, изучая детально историю ингушей. Привести копию бесценных исторических материалов ему предложило руководство общества Дзурдзуки. Сегодня историк с гордостью представляет документы 30-х и 40-х годов 19 века, куда входят записи о крещении ингушей и материалы диссертации научных деятелей Гишкури и Гамкарлидзе. Работы написаны в 60-х годах прошлого века на грузинском, поэтому ингурским исследователям еще придется потрудиться над переводом текстов. К диссертациям приложен и богатый иллюстративный материал. Все это имеет большое значение, потому что многие памятники Горной Ингушетии, мы знаем, что подвергаются воздействию времени, и каждая фотография 60-х годов или других годов для нас очень ценна. Вот. И поэтому мы сегодня представляем, и кроме архивных материалов, мы также представили ряд изданий на немецком языке, касающиеся истории ингушей, и также ряд материалов, которые были привезены из других учреждений. Историко-географическое общество Дзурдзуки – автор многих проектов, связанных с сохранением и поиском исторических документов. Одно из главных направлений в этом деле – работа с архивным материалом. Мы видим, что материалы хорошие, есть эксклюзивные материалы, поэтому дальше, конечно же, мы со своей стороны будем уже отрабатывать, кое-какие вещи переводить, уже внедрять в научные издания. Здесь много документов, которые не введены в научный оборот. Это научные статьи, исследовательские работы. В них авторы повествуют о жизни и бытии ингушей. Из этих диссертаций привезены очень интересные иллюстрации. Например, есть одна иллюстрация, где изображено селение Альгетти, которого сегодня нет в таком виде. Оно перестроено полностью из-за наводнения в 2002 году. Очень важная фотография быта башни, где здесь изображено очень четко то, что было на первом этаже, то есть втором этаже и третьем этаже, то есть гостиная комната кунацкая, как иначе говоря. Здесь даже вот висит войлочный ковер. Дзурдзуки планирует собрать полученный материал в отдельном вестнике, но сначала его требуется перевести с грузинского на русский, после чего попадет в руки исследователей, историков, студентов и школьников, всех, кому интересно знать свою историю. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24.